Вот кто-то пишет: лично я верю в сокращение народа, численности народа. Ну хорошо, вы верите. И что? Надо просто сидеть и принимать это? Не знаю. Я верю, что началась, я не то, что верю, я вижу, что началась бактериологическое, применение бактериологического оружия. Я это прям вижу. Вот, потому что создают искусственные какие-то патологические, с усиленной патогенностью штаммы вирусов. Вот. Имеют право трогать детей, но если родители сами прогибаются. Сегодня была новость по российскому каналу, что началась прививка добровольцев до 12 лет. Вот смотрите, что интересно. Дети до 12 лет. В суде они не имеют права голоса. Как они, то есть юридически, они не имеют права голоса. За них решают родители. Да? Как ребенок может быть добровольцем? Где вот эти борцы за семейно-бытовое насилие? Где они сейчас? Где они сейчас? Вот. Вообще, если честно, это ужасно. Вот всех родителей, кстати, за эти испытания добровольцам платят деньги. Я слышала, что в России это где-то за детей дают 100 тысяч тенге. То есть родитель решает за ребенка пойти на этот опыт ребенку или нет. По сути, знаете, как это называется? Родитель продает своего ребенка для испытаний. Понимаете? И, наверное, это только вот Россия и Казахстан могут об этом заикнуться, потому что народ доведен до этого, что уже наверное, это во времена Голодомора детей продавали там за ведро пшеницы, чтобы прокормить остальных. Вот. У родственников были такие случаи, что там девочку одну продали за ведро тары. Вот во времена Голодомора каким-то там богатым. Просто она там была как прислужница, что ли. И мама оплакивала эту дочку, но потом говорила, что чем она помрет здесь с голоду, там ее хоть кормить будут, для того, чтобы ее как-то использовать. А в наше время, я не знаю, это вот, представляете, наше правительство, у нас тоже, 200 тысяч предлагают взрослым за эксперимент, за участие в клиническом испытании какой-то новой вакцины. Это недавно было. Это, представляете, наше правительство расписываются в том, что их граждане нищие, доведены до крайности, до такого края, что они продают детей на испытания. И говорят, что вот уже скоро начнется набор детей. Родители России, если вы меня видите, я вас очень прошу, не надо. Я вас очень прошу, не надо этого делать. Пусть лучше ваш ребенок подрабатывает где-то. Пожалуйста, не надо. Это просто, знаете, как хорошо, даже если там все хорошо с этой с этим препаратом, который собираются ввести ребенку. Просто понимаете, вы ребенка продаете. И ребенок рано или поздно об этом узнает. Вы представляете, как вы обесцените своего ребенка? Как вы его обесцените? Вот я сегодня ходила в этих сережках на работу. Я записывала обращение к духовенству. Это вот сережки, которые моя дочь делала из бисера. Я сидела спокойно
И я не переживала, что, допустим, пациенты увидят, какая я несерьезная и какие у меня дешевенькие сережки. Вот. И откажутся от меня, пойдут к какому-нибудь врачу с золотыми сережками. Но для меня эти сережки дороже любых бриллиантов. Вот. Вот такие дела.